Всех приветствую, Кокраш на связи. Сегодня новый выпуск Drink влога. И как вы заметили, я уже нахожусь не в Монголии, я нахожусь в Якутии. Поэтому я на съемки пригласил своего лучшего друга Бабая. Бабай, где ты? О, Бабайка, классно, давай, иди сюда, подходи. Всю свою сознательную жизнь мечтал попасть в Drink Так, влог все, Кокраша. интро я продоминировал. Теперь я хочу, чтобы ты взял инициативу в свои руки и рассказал ребятам вообще, что нас сегодня ждет. Ну что, ребят, сегодня у нас специальный выпуск Drink влога Кокраша. Это Drink влог Муравейник Edition, Черный ход Edition, Бабай и Кокраш здесь. Что мы будем сегодня делать? Мы сегодня собрались в прекрасном месте. Это заведение нашего друга, винный, пивный и прочий алкогольный бар Small Talk. Я уже начинаю писать, ничего не знаю. Время идет, мне хочется очень сильно накатить, понимаешь, уже трубы горят, братан. На самом деле пить плохо, мы пьем только ради прикола, ради съемок. Мы поменяли локацию, потому что пошел дождь, и мы пересели вот так вот. Не, Тут потому что будет это супермонтаж. Супермонтаж. Мы на самом деле снимаем где-то в помещении в ангаре на зеленом фоне. Да. Ну давай, Кок, за Drink влог, за встречу, Давай. за интеграцию. Давай. Выпуск посвящен латиноамериканской музыке. Поэтому я взял коктейль соответствующий. Называется Коронарита. Он состоит из эль капулько, мексиканского пивка. Да? Да. Текилы Угу. внутри. И Буквально шампусик, рюмочка. по-моему, есть. Мексиканский шампусик, Да. который называется не шампанское, а шампаненское. Я сейчас для футажа покажу вот эту коронариту. Вот она так выглядит. Плавает лайм вот здесь. Потом Кокраш берет вот так вот и пьет на камеру. И ловит кайф. Адская смесь, которая на самом деле очень вкусная. Я бы тоже пил сегодня ее, но ввиду того, что я за рулем, поэтому я сегодня пью Хугарден нулевку черри. И начать сегодня я планирую с самого такого с основ вообще латиноамериканской урбан музыки. Это песня, которую многие узнают, наверное, с первых нот. Поэтому мы ее и выбрали, чтобы под нее сразу задать настроение выпуску. Давай. Показать, как можно нормально двигаться. Это очень известный исполнитель Дон Омар, отец реггетона. В целом очень крутой персонаж, до сих пор двигающийся, собирающий. И на фите у него Тегу Кальдерон, тоже опасный типочек, настоящий бандит, real латино гэнгста. То есть он такой же гангстер, как и мы с тобой, да? Абсолютно. Такая вот моща. Рассказывай, братан. Ну, короче, я думаю, все сразу узнали, что это музыка из первого «Форсажа», классического «Форсажа», где лысый Вин Дизель уезжает в закат на своем Форде Мустанге. А Вин Дизель, он лысый или облысевший? Мне кажется, он лысый. Он специально, то есть бреется. Ну, потому что Вин Дизель и облысевший — это несовместимые слова. Как бы не может вместе стоять. Он по умолчанию лысый. Но он почему так бреется? Потому что у него волосы не растут? Не, у него кудрявые волосы просто. Да? Да. Представь Вин Дизель с кудрявыми волосами, но это не то пальто вообще. Ну это как Тупак. Ты видел Как как-нибудь Тупак с кудрявыми волосами. Тупака когда видел с прической? Да, тоже нет. Хотя у него были волосы. Я какие-то видел фотки, где Тупак типа с волосами. У него такие, знаешь, вот эти такие вот кучеряшки мелкие. Какие говоришь? В целом вообще той серии фильмов «Форсаж», о том, что там очень много завязано на латиноамериканской связи главных героев там со всякими второстепенными персонажами. И действия там многих последующих частей происходит в Кубе, там еще где-то в Латинской Америке. То очень, мне кажется, «Форсаж» именно сыграл большую роль в популяризации латиноамериканской музыки в мире, потому что все-таки сейчас это после, наверное, американской индустрии вторая индустрия. Или третья. Ты же больше шаришь. Кей-поп сейчас на каком месте по индустрии? Ну, я не знаю, где-то, на втором? На четвертом, наверное. Латина победила кей-поп или еще нет? Или I кей-поп? don't know. Really don't know. Ну да. Тогда мы оставим этот вопрос. Пишите в комментариях, да. Кто победил, кей-поп или латиноамериканская музыка. Бабайка так классно сказал. Я Да. очень рад, что пригласил своего друга сюда, в этот влог. И я радуюсь. И за это я хочу поднять очередной тост. Очередной тост. Я хотел бы
показать Бабай, ну, не сколько тебе, да, а Ага. сколько вот своей аудитории. Поскольку у нас сейчас латиноамериканский влог, я хотел бы показать тебе латиноамериканских актрис, своих любимых. Ебой. Можешь прогуглить, пожалуйста? Давай, Потому что на мой телефон же съемка происходит. давай. Первая актриса это Autumn Falls. А что ты смеешься? Ты знаешь ее? Я нет. чё ты- а чё ты Просто засмеялся? имя интересное Ну там такое. напиши типа А, А как У, пишется? Тумн, типа Тумн. осень, Туман. и потом Falls. Фолс. Типа, Всё, ну, типа через A и 2 L. Блин, я вообще не Autumn знаю. Falls. Это моя любимая. Я Ну, это вообще не прямо не моя знаю. любимая актриса, Ага. а она входит в пятерку, возможно даже в топ-3. Драматическая актриса? Да, очень драматическая. Супер. Ну посмотри фотографии. Да я уже, да, смотрю. Вот она прямо сейчас находится в России, Да в ладно. городе Петербург. Ее парень Маркус Дюпри, Ага. может быть, слышал где-нибудь? Он привез Тоже ее, драматический актер, да? он привез ее к себе на родину, Ага. познакомить с родителями. И он сделал ей предложение. Здесь, И на она- русской земле. И она сказала да. Да? Как это романтично звучит. Вообще. Желаем счастья молодоженам. Главное, да, чтобы как вот в браке всех звезд брак не развалился и не разбился об быт. Идем дальше. Ну что, ребят, соответственно, пошла волна латиноамериканской музыки по миру. Начали люди слушать массово, и все захотели залететь на этот хайп. Жестко залететь на латинский хайп, причем прямо так нормально срубить с него. И, конечно же, здесь первыми нарисовались хайпажоры Black Eyed Peas. Я вообще считаю, что Black Eyed Peas это в целом достаточно трушная рэп-группа, которая была в свое время. Потом они жестко ударились в коммерцию, когда взяли в свой состав Ферги. Угу. Начали делать такой прям, ну, вроде как урбан, музон, но при этом жестко припопсованный. Вот, потом Ферги ушла, они как будто бы снова вернулись к корням, прям начали делать трушечку, снова там все их начали котировать, олды. А потом опять у них, короче, жесткий крен, они уходят в какую-то галимую электронику, прям, ну, такой вот, прям такая вот ультрамариновая попса, короче, такая прям жесткая. И вот в рамках вот этой всей движухи они заколлабились с хайпующим достаточно мощно, ну и сейчас, в принципе, и тогда, когда вышел этот трек лет 5 назад, артистом Джей Балвином, который тоже имеет фиты вообще со всеми, по-моему, в Америке, в Европе, то есть, ну, такой тоже прям очень сильный латиноамериканский исполнитель, и сделали тречок «Ритмо». Extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día Ну вот в чем фишка этого трека? Получается, Black Eyed Peas не просто оседлали здесь латинскую тему, позвав Джей Балвина, добавив вот эту вот ударку такую, типа дэнсхольную. Они пошли дальше, они взяли еще и сэмпл. Из... Подожди, ты рыгнул только что? Да, Не, маленько. давай ты по-другому перескажи, потому что нехорошо как. Но Black Eyed Peas пошли дальше. Они... Ну ладно, все нормально. Black Eyed Peas пошли дальше. Они, помимо того, что позвали Джей Балвина, как я уже сказал, там, латиноамериканской ударки, они еще и взяли сэмпл из вот этой песни «This is the rhythm of the night». Там как 80-х годов или Да, я знаю эту 90-х, песню. короче, старая песня, очень классная сама по себе. Обыграли ее здесь, и все это вот так вот сложилось. Хайпажоры Black Eyed Peas с их адской электроникой, Джей Балвин, там, звезда латиноамериканской музыки. Вот этот старый сэмпл, и, короче, родился вот этот хит «Ритмо». Блин, классно Так что, описал. да, вот видишь как, то есть это вот как раз то, про что сейчас вот основная речь, про интеграцию вот этих всех музыкальных влияний, то есть здесь вот все вот эти последние хайпы, там, использование старых сэмплов и старых песен, там, мелодик, использование латиноамериканской музыки, ну и плюс какие-то там такие уже стареющие скуфы, типа «Нас с тобой», которые залетают на все это, чтобы оседлать эту волну. Вот у Black Eyed Peas получается, у нас не всегда. Так, вторая моя любимая актриса, ее зовут Эмили Уиллис. Через Е. Е. Эмили. М. Е. Подожди. Е. Эме. Ну вот, нашел, да. Вот это она. Вот она тоже драматическая, да? Да, посмотри. Огонь. Да. Ну знаешь, что я недавно узнал? Она в этом году не опубликовала ни одной фотографии в Instagram, где я Мгм. подписан на нее. Я думаю, что случилось? И потом начал гуглить. Оказывается,
у нее остановилось сердце в Чё, марте. really? Да. И она впала в кому на 2 месяца. Прикинь. И сейчас, но она уже открыла глаза. Может, и... проглотила что-то? Не-не-не. Нет? Она сейчас открыла глаза и Мгм. может уже улыбаться. Может, улыбаться? Да, но я не знаю, что, какая То есть судьба дальше пожелаем будет. здоровья. Пожелаем здоровья, Эмили конечно. Уиллис, чтобы она скорее возвращалась Потому что это на по-любому поприще из драматических ролей. из топ-3 прямо моих любимых актрис, реально. Блин, ну это, слушай, грустно. Да, Конечно, такая грустная история. Грустинка маленькая добавилась. Следующий трек, говоришь, да? Да, следующий трек, который мы сегодня послушаем, это тоже к вопросу взаимодействия американской индустрии и латинской индустрии, но тут история уже такая поинтереснее гораздо. Это фит Дженнифер Лопес и Раул Алехандро. Короче, в чем прикол этого фита? Дженнифер Лопес, она изначально же не афроамериканка, ты знал? Она Да. не чистая Она афроамериканка, латиноска? она латиноска, да, прям жесткая латиноска. Ну, жившая в Америке, там, родившаяся, по-моему, в Америке, не знаю, либо переехавшая, она очень жесткая латиноска. И в отличие от Black Eyed Peas, которые как бы, ну, реально там американцы, хоть один из них индеец. Ну, американцы, да. Индеец, два все вообще прям чисто Подожди, американская кто два? история. Ну, Да. два рэпера, в общем. Два рэпера, да, настоящих рэпера. Получается, Джей Ло, она изначально, когда вот начинала свою певческую карьеру, она в том числе строила ее во многом на латинской музыке. То есть у нее есть прям песни в латино-стиле, там, где она на испанском поет. То есть она продвигала латинскую музыку еще до того, как это на весь мир бомбануло. А материться можно? Конечно, можно. Да? До того, как это бомбануло на весь мир, короче. Не, я буду меньше Блин, материться. у Джей Ло классная задница. Да, да. Слушай, а ты не боишься, что жена посмотрит этот влог и как бы ты Ну это же, твоё как, подтверждение, ну, это оно же, как ну, бы это же ей не понравится. констатация как бы такого всем известного факта. А на фите у нее Рауф Алехандро. И песня-то, соответственно, новая, тоже, не знаю, там, ну как новая, тоже последних лет. Вот, она позвала типа, он достаточно молодой, то есть моложе того же Джей Балвина. Мгм. Вообще максимально свежий тип был тогда. Вот. Плюс он известен был тем, что он стал мужем Розалии, певицы латиноамериканской, да-да-да, тоже которая очень круто поет, известной, да. да. Это ее муж, не знаю, сейчас они развелись, не развелись, но тогда он был ее мужем, короче. И вот они залетают и вместе делают такой мощный реггатонный трек. Pero ahora quiere fuego entre sus labios. Él no merece tenerla en sus brazos. Ella lo sabe, ella lo sabe. Ну, в основном трек, конечно, тащит Джей Ло здесь. То есть он тут реально гость, этот Алехандро. А Джей Ло прямо мамка, конечно, в свои 50 с хвостиком просто исполняет вообще. По музыкальной части мне что Жестко. понравилось? То, что они использовали историю дропов. Но они это как-то очень коммерчески сделали, что дроп, он идет по нарастанию, нарастает, и непонятно. С каждым тактом все кочевее и кочевее становится, Да, прикинь. да. Круто Ну, сделали. видишь, не умеют. Мгм. Латиносы с мозгами американских там продюсеров, шоуменов просто эту музыку выкрутили вообще на какой-то там нереальный уровень кача. Подружанию зовут Джина Валентина. Пишется через Джей. Джиана? Гина. Типа Гина. А, понял. Гина Валентина. Она тоже латиноамериканская актриса. Она мало того, что актриса, она еще певица. Она поет. У нее очень хорошие вокальные данные. Я слушаю и получаю просто удовольствие эстетическое. Да. Ну как тебе? Хорошо, да, хорошо. Тоже драматическая актриса, Да. певица, да. Ты как бы не Класс. видел ранее. Не, я вот ее Только где-то сейчас. видел, да. Тоже видел где-то, да. Где-то Вот, какие-то, Очень харизматичная. какие-то, видимо, фильмы видел все-таки. Такая вот Да. короткая история. Ну Но ладно. она жива, Не, она жива, все здорова. Она нормально, в прямо кому не на пике, впадала. на пике карьеры. Сейчас находится. да. А, ну класс. И есть у нее супруг. Я честно не знаю. Все, ты уже представил 3 трека целых. Да. Теперь пришла моя очередь. Я хотел бы включить трек, который называется Never in the World. Группа The Mexicans. The Mexicans The Mexicans. never in this world. Никогда в этом мире переводится, дословно. This is how we operate. In the morning I awaken, does my hangover creeps? I dream of Range Rover Jeeps in my sleep and all. В общем, я очень радуюсь, что я знаю такую группу. И она мне очень напоминает «Нас с тобой». Да. Я неспроста выбрал этот трек, потому что там 2 участника. Ага.
У них 3 альбома, как у нас. Ага. Исправя Нет, подожди. Как у нас? Какой первый альбом? Как у нас? Бомбраки сырых подземелий. Исправя старые ошибки Да. и наши письма Wall One. Да. Какие у них Да. тоже 3 альбома. Тоже 3 альбома. Да. Их тоже 2. Мгм. Ты, наверное, узнал сэмпл Гуфа, слушал? Да. У него была песня для нее. Там Нел, наш земляк, сделал биток. Твой Нел братишка. шарит, Да. братишка шарит за Тоже было грамотные Такое двоякое у меня как бы это ощущение, потому что, во-первых, я обрадовался, что вот сэмпл дали жизнь. Мгм. И Нел интересно сделал, он, по-моему, немного тональность поменял, да? Но как зачитал Гуф, мне не очень понравилось. Просто мне самому не очень нравится Гуф. Своеобразная читка Гуфа. Ну, все равно, я думаю, имеет место быть на 4-м месте. Ага. Имя такое тебе знакомое, я думаю, потому что очень много в России таких имен. Мгм. Алина, Алина. Мгм. Лопес. Ага. А Через сколько Z. всего их И будет? все, Добрый. топ-5. Ну, то А, есть все, 5 топ-5, треков, понял. 5 актрис. 5 треков. Нет, треков было 6. А 6, тогда 6 Не, ну было 5 чужих треков и 1 наш. А, То есть сейчас должно быть 5 актрис и, одна наша актриса. и перформанс. Арина, вас вообще не знаю такое. Подожди-ка, это она? Да. Видишь, она вообще ничем как бы не выделяется на фоне остальных Да, актрис. вообще просто. Но. У нее есть один момент очень интересный. Мгм. У нее очень длинный язык. Да? Любит это А. самое лишнего говорит, да? Язык длиннее, чем у обычного человека, ровно в 2 раза. Она и может конверты клеить. Мгм. Она может им брови облизывать, походу. Я не знаю, настолько длинный, что капец. Ужас. 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 Она, мне кажется, может даже котлетку своровать с соседнего стола. Да? Да, с этим языком просто. Блин, ну слушай, там поворот. Бабайка, а ты знаешь, кто в Якутске начал первым делать латиноамериканскую музыку? Да. Кто? Как его звали там? На XXL выступал с нами. Русский тип такой. Как его звали? Си-Джей Генриш? Си-Джей Генри, вот. У него же была жесткая тема. Ну, там, по-моему, что-то Что-то дэнс-холл там, был. там такое было прямо там. Что-то типа а-ля этого. Ну да, наверное, Си-Джей Генриш. Мистер А я хотел тебя Малай. просто удивить, сказать, что это группа M-Ghost. Это группа Чурапчикана Булls, которая... Блин, точно. Ребята из Чурапчинского района году в 2008-2009, если мне не изменяет память, Да, я помню. они как-то вышли на сцену под какую-то странную музыку. Я даже не знал, что это такое вообще. И я не понимал тогда. Но спустя 10 лет я проникся, что это реггетон. И мы потом попозже с тобой тоже начали делать. Да. Ну, уже мумбатон. Да, Кальян рэп. Уже мумбатон, кальян рэп, вот это все Давай пошло. заценим. Ну, пацаны, да, слушаем их трек. Они опередили время. Ты думаешь, что Трувор сделал? Не, именно... Ну-ка, а тут что Тут написано? написано Тревор какой-то, видишь, и тут Вай? ТР, и потом как типа тройка, А, и мне кажется, как будто Тревор, хотя Тревор? может это и Трувор, я почему-то подумал, что это Трувор сделал. потому что Трувор-то начал делать позже, если этот трек вышел там в 2009-2010 году, то я не знаю, Трувор-то, ну хотя Трувор тоже в это время же мутил примерно. Мгм. Короче, в комментариях, ребята, кто шарит, напишите, это тот Трувор, который делал биты мне, там еще многим ребятам в рэпе начала десятых где-то, или это другой какой-то Тревор, пишет для Ну, размышлений Чурапчикана Булls наших. крутые, однозначно. Да, не, ну сам факт, что ребята вообще просто сделали такой трек, это, Мгм. ну и прямо оправдывает сразу их название Чурапчикана Булls. А, типа Чикана, да? Наличие такого трека, это просто, ну, Да. красивая история такая, комплексная. Когда ты думаешь, что, в принципе, откуда может здесь, допустим, в Якутии что-то такое зародиться, сделаться такое аутентичное, чтобы оно звучало гармонично, а тут оно бах появляется и звучит. На якутском языке, прикинь, да? Да, то есть это прямо, ну, вау. Элиза. Элиза. Элиза Ага. и слитно Ибара. Ибара. Да, Ибара. С двумя «р». Да. Ну вот на кого-то самом деле, выдало, она да. мне не очень нравится, да? Ну, чтобы было 5, Ну, она и смотри, добивает пятерочку. но она да? немножко такая няшная. Ну да. Видишь? Она так, когда улыбается, у нее такие ямочки милые Мгм. на щечках. Так хочется, знаете, потрепать ее так, ну, как бы так. Ну, потрепать. Ну да. Щечки как- Ну, потрепать. Ну, что это простое такое? Видишь ребенка, хочешь потрепать.
Щечки, как у хомячочка. Ну чё, Кок, мы подошли, я думаю, к тому, ради, собственно, чего мы собрались. Это обсудить вышедший буквально на днях новый трек объединения Кафалеш, в котором я состою официально, ты состоишь неофициально, выступая нашим саунд-продюсером и во многом даже продюсером, подталкивающим нас к различным движениям. Поэтому мы хотели, да, послушать эту песню, кайфануть, допить пивко под нее, ну и, соответственно, чтобы вы тоже кайфанули вместе с нами. Итак, трек Кафалейла, Кафалеш, фит наш братишка Маскила. В левой руке у меня бутыль, ракия кассия, крепкий сербский стиль. Правой рукой веду эту жизнь. Я считаю, это самый лучший ваш трек. Да, я с тобой соглашусь. Ну, вот такой вот у нас позитивный влог получился. Да, да. Если Бабайка понравился, напишите вообще, как он вам. Да, Нормально как или вам- больше как- не звать? Как вам такой формат вообще, когда Кокраш не рассказывает какие-то истории из детства, когда мы проводим аналитику, составляем топы, слушаем музыку, смотрим. А ты же потом фотки поставишь, да? Вот когда мы Конечно. говорили, обсуждали Мне- фотографии. было. Да. Мне очень понравилось. Бабайка такой крутой, такой талантливый. Шарит не только в математике, а еще в рэпе. А еще в пивке. Ну все, давайте, подписывайтесь на Drink канал. Vlog. Всем пиз. Да. Подписывайтесь на мой канал. Я Бабай. все добро я оставлю Кафалеш. в описании. Вот Да. прямо здесь Все будет ссылка ссылки на канал Бабая и на трек Кафалейла. обязательно.